Вот мы смотрим этот морской адрес, это у нас автодорожная 11/1. 11/1. А это вот магазин, да? Да. Планета Электрик, соседи. В чем проблема у нас? Получается, труба канализационная, да, от соседнего здания проходит вот в этой области, да, Ага. и также она дальше идет под нашим зданием. А сам колодец находится в этой части. То есть вот труба идет, и колодец вот находится. Просто прикрытый каким-то щитом, каким-то мебельным, по-моему. То Или... есть отсюда должны откачивать, да? Да. То сюда приезжает машина, ставит трубу Да. и качает. Во-первых, туда и провалиться можно, как нечего делать. Ребенок, он побежит, да? Мимо сугробов, он может туда вообще провалиться. То есть никак не отмечено, там не ограждено ничего. Нет, вот просто вот, допустим, вот не знающий человек подумает, что это тропинка, да, ночью. Вот здесь он может дезориентироваться вот так вот и туда вообще вот улететь, как бы, да. И вот труба, получается, они вовремя не откачивают. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что труба промерзает зимой. И через ревизионные люки, которые находятся с двух сторон, все фекалии попадают под здание нашего магазина. И вот смотрите, да, какая толщина образовывается, вот фекалии здесь, да. Это вот получается грубо, это, ну, моча, да, серая вода, фекалии это. Толщина, ну, без фантазии, сантиметров 30. А если брать тот угол, то до 40 метров, наверное, доходит. Ой-ой-ой. Видите, там даже вон сваи уже не видно почти. И вот это вот происходит не один год, а происходит это с 2016 года. Все подтверждающие документы есть. То есть каждый год составлялся акт о затоплении. Представители подписывали. То есть они все это знают уже какой год? 16 года. А это получается, как надо систему проблемы решать? Переносить септик. Это первое, ну, решение, да. Второе, ну, решение, это получается трубу эту делать так, чтобы она была с тепловым сопровождением. Слушай, вот весь город. Это лед, который они долбили. Если человек идет, значит, это все вытекает из этого, да? Да, Из дома. да. Это все фекалии. Так, значит, вот у нас тоже мы стоим, это все тоже фекальные воды, замерзшие на реке. И вот сейчас вот более-менее, да, а как было? Ну, как было, да? В момент, получается, розлива, да? Здесь вообще как бы не подойти к этим бакам. Это, получается, баки раздельного сбора мусора. В сером это собираются алюминиевые банки, а в красном собираются пластиковые банки. И граждане города постоянно нам приносят вот, бутылочки, приносят баночки. В самом магазине находятся баки там для батареек, крышечек, добрые крышечки. Это совсем другая акция, там детям помогает. И вот в момент розлива, ну, представьте, здесь лужа с глубиной там, ну, покроет ботинок полностью, сантиметров там 5. Люди просто не могут принести и сдать свои бутылочки, как бы, в баки, как бы. И, ну, обращаются к нам в магазин, мы их принимаем, потом уже, когда замерзает, сюда ложим. Как бы. А это когда началось это все? То, что когда вот люди не могли нормально подойти и... С середины... нет, с конца ноября. То есть она бывает здесь вытекает, бывает там вытекает. Был даже случай, да, прям вот половина в парковке, да, половина, вся была в воде. И вот мы смотрим здесь, видите, уважаемые читатели, вот это, вот, например, вот. Вот. Вы когда заходите в магазин, знаете, что вы входите
по фекалиям. Вот маленькая. За что? Это фекалии, остатки. Но магазин не виноват. Здесь у нас ответственность за это несет жилкомсервис, опять же, который вовремя не откачивает септик, который в итоге течет под дом и под вот этот магазин. То есть все говно течет под дом, жилой дом и магазин Юником. Вот так и живем. Так, вот значит, вот она вытекает. Все это дело. Это все у нас фекалии. И вот получается вот эту часть, вот фундамент, вот эти вот сваи, это же фекалии, все это дело разъедает, да? И возникает опасность, что фундамент, основание может рухнуть, что ускорит аварийность дома. В общем, вот это все фекалии.